Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что о вас говорят? Какие разговоры о вас ходят? Какие сплетни о вас сочиняют? Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком, ни о чем думать не надо. Просто задайте вопрос от своего имени вслух, либо про себя, как вам будет удобно. И давайте вместе посмотрим, что о вас говорят, какие сплетни о вас ходят. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно. Ох, мои хорошие. Семерка. Жар-птица. Ящерица. Ну и почему-то коза вышла. Но сейчас будем с этим разбираться. Давайте начнем с того, кто вы есть вот по факту, на самом деле. Вот кто вы такая. Здесь показывают, что вы очень справедливый и честный человек. Вы прям трудяшка. Вы вот что задумаете, любой ценой вы этого добиваетесь. Да? За ценой вы не стоите. А многие этим восхищаются, а многие в упор этого не замечают. И им кажется, что вы просто вот там пальцами щелкнули и на блюдечко с голубой каемочкой получили. Также я вижу, что вы очень яркая личность, за словом в карман вы никогда не лезете. И вы такой человек, вы не скандальная, но вы молчать не будете. Вот если кто-то посягнет на ваше, либо, например, это какой-то ваш интерес, либо что-то будет делать, то, что вы посчитаете неправильным, не к месту, вы никогда молчать не будете. С вами легко построить диалог, но дураков вы не терпите, с дураками вы не общаетесь. У вас высокий уровень интеллекта, и это прям бросается в глаза, буквально с первых слов. Кстати, внешность у вас очень обманчивая. Вы очень миленькая, красивая, милая такая, вот знаете, прям девочка-девочка. Но когда вы начинаете говорить, люди просто вот так за голову хватаются, думают: боже, это гениально, да? Она просто гений. Вот откуда она может это все знать? Как в такой прекрасной голове могут быть такие вот серьезные там термины, знания, мысли, да? Глубокие мысли. То есть многих удивляете. И вот еще похоже, что вы прям с малых лет уже были таким вот осознанным человечком, развитым не по годам, и, скорее всего, вот так исторически у вас случилось, что вы всегда общались с более старшим поколением. Ну, потому что с однокашниками вам было неинтересно. Да? Они там песочком друг друга кидали, а вы уже там книжки могли читать, либо рассуждали каких-то, не знаю, там политические темы обсуждали, либо экономические. Не по годам развитый человек передо мной. И еще здесь показано, что вы людей как-то вот прям безошибочно научились определять, вот прям на глаз. Да, вот достаточно посмотреть на человека, и вы понимаете, кто перед вами. Вот какую бы человек маску ни носил, вас уже невозможно обмануть либо провести. Не то, чтобы вы недоверчивы, либо скептичны. Нет, нет, вы хороших людей тоже сразу видите. Но обмануть вас уже нельзя. Может быть, когда-то раньше еще можно было, когда вы были там прям очень наивны, и весь мир казался добрым и прекрасным. Но в сегодняшнем дне обмануть вас практически невозможно. Это прям настолько нужно вас подловить, либо настолько профессионал-обманщик должен быть рядом. Ну, в целом это невозможно. Вот так мне показали. Так, еще по поводу ваших природных данных. Вот вижу, что вы молодо выглядите и выглядите не по годам.
Как вам это удается? Ну, скорее всего, это в природе вашей, да, в вашем генотипе. Но опять же, человек, который не делает много зла, он всегда выглядит хорошо. То есть сама природа дает этот отклик, да, человеку, который старается для других, творит добро, помогает не только людям, но и животным. Кстати, животных вы, я вижу, любите, очень любите. И вот прям у кого-то еще отыграется, что вы то ли волонтерите для животных, то ли вы подкармливаете каких-то животных. Прям у вас сердечко ёкает, когда видите несчастных, обездоленных животных. То есть таким занимаетесь. Так, по поводу того, что говорят. Ну вот, давайте начнем с этой козы. Козой вас видят те, кто вас не любят, ваши враги, скажем так. Они считают, что вы очень опасный человек и что с вами очень сложно справиться. И это еще и чревато может быть, да, потому что у козы, у нее рога, и коза умеет бодаться, и она это делает мощно, да, больно делает. Вот кто-то прям обжегся об вас, кто-то хотел вам навредить, либо считал, что имеет право вам вредить, но этому человеку, либо этим людям мощно прилетело. И вот они такие думают, блин, ну как так, да, вот коза, да, вот прям так вас и называют. Но с другой стороны, а что тут плохого, да? Коза очень милое животное, еще и полезное животное, еще за себя может постоять. И вообще-то очень умное животное на самом деле. В общем, ваши враги говорят о вас, что вы такая. Говорят они потому, что почувствовали, насколько вы можете сильно дать ответку. Либо сама Вселенная за вас отвечает, да? Может быть, ангелы отвечают. То есть за вас прилетает, вас обижать нельзя. И кто пытается вас обидеть, они прям эту карму встречают. Там бумеранг встречают моментально, грубо говоря. Дальше показывают мне мужчину, который не смог смириться с тем, что вы его послали, я так понимаю, да, что вы отказались быть с ним вместе, что вы его не выбрали, либо что вы его просто вот в отставку отправили, возможно, это бывший муж чей-то. Этот мужчина, он на вас жалуется на то, что у вас очень скверный характер, и что у вас рука тяжелая. То ли вы его там били, то ли вы его там один раз, может быть, стукнули, может, в шутку даже стукнули, а он прям такой, вот, она меня била, я терпел побои, я жертва насилия, семейного насилия. В общем, он никак не может успокоиться, что вы его оставили. И он, значит, пытаясь себя обелить, оправдать, рассказывает, что это вы какая-то не такая, что вы там агрессивная, что вы там гулящая, пьющая, наркоманищая, что вы там прям, чудовище, а не женщина. А он, значит, жертва обстоятельств, за любовь, за свою, там прям страдалец, да. Типа я хорошая, она плохая. Но этому мужчине, кроме какой-то одной женщины, никто не верит. Потому что видно, да, что он как бы не тот, за кого себя выдает. А та другая женщина, я так понимаю, что это его мама, да, а для нее сыночек самый лучший. Да, это вот вы плохая, а сыночек самый лучший. И вот они иногда, вот когда у него там такое настроение, да, хочется поплакаться, они собираются, и, значит, он там начинает ей вспоминать, и она такая, ох ты, бедненький мой, настрадался, да, как же тебе в жизни не повезло, ты же у меня такой хороший, да. И вот они вас обсуждают, какая вы, значит, суровая, стервозная, какой у вас гадкий характер, и как вы бедного мальчика, значит, обижали, обидели. В такие моменты вы можете тоже это чувствовать. У вас могут ушки гореть. Вот именно мочки ушей. Вот когда горят, это точно, значит, этот товарищ, ваш бывший и его мамашка, значит, вас обсуждают. Вот. Могут они вам простить, что вы такое сокровище, как этот мужчинка, выбросили. Да. Вот. Мужчинка, кстати, так себе личную жизнь и не устроил, потому что такой никому не нужен. А когда женщины слышат, как он на вас жалуется, они все понимают, что это просто какой-то бред, это какой-то идиот. Ну, нормальный мужчина никогда на женщину жаловаться не будет. И вот они с мамашкой, значит, сидят там и друг другу рассказывают, какая вы плохая. Дальше показывают кого-то у вас на работе. Мне почему-то кажется, что это кто-то как начальник, кто-то как старший вас по должности. Этот человек вас панически боится, но без вас он как без рук и без ног, и без головы.
То есть вы свободно можете заменить этого человека, и никто не заметит. То есть вы можете выполнять и свою работу, и работу этого человека. Но если вдруг вас по какой-то причине нет, ну, допустим, там, на больничный, либо отгул, либо отпуск, то он прям там с ума сходит, либо она с ума сходит, потому что, ну, блин, вас заменить нельзя. Вы самый, я так понимаю, ответственный и знающий профессиональный человек у себя на работе. Вот, очень сильно. И боится, и сделать ничего не может, потому что без вас как без рук. Такая ситуация. Хотя, да, человек иногда может на вас там выступать, либо в чем-то обвинять, либо даже вот показывать свое недовольство. Но очень боится, что вы уволитесь. Ну и также боится, что вы подсидите, да. Тут палка о двух концах. В общем, несчастный человек, тот, кто ваш начальник. Дальше каких-то соседей ваших показали. Соседи, я так понимаю, какие-то засранцы, они вам в претензию ставят, что вы слишком чистоплотная, либо что вы очень, ну, порядочный человек, да, возможно, эти люди, они там, не знаю, алкаши, либо они там какие-то асоциалы, да, может, у них там грязно, они бухают, они там устраивают всякие вечеринки, а вы, значит, пытаетесь порядок навести. Вот, они вас побаиваются на самом деле, да, как-то вот вы прям внушили им, что нужно бояться, да, что чревато, не перегибайте палку. Но с другой стороны, вы для них как кость в горле, вы как преграда к их привычному образу жизни, да. То есть вы их заставляете жить более как-то тихо, спокойно. Вот они вас за это недолюбливают. И встреча, вот у них такой, знаете, даже как маркер, да, встреча с вами не сулит ничего хорошего. Либо день будет очень плохим, не задастся. Какая-то парочка мне тут вышла, не очень адекватных, хороших людей. Ну вот как-то по соседству они с вами. Дальше показывает мне мужчину, я так понимаю, действующий мужчина. Это либо парень ваш, либо муж у кого-то отыграется. Мужчина, который про вас какие-то чудные вещи рассказывает. Он вот прям говорит: моя женщина, она знает, она видит, она чувствует, она явно обладает какими-то паранормальными способностями. Я не могу это объяснить, но хотите верьте, хотите нет. Она все видит, она все знает, она все наперед может предвидеть. То есть он вроде как и хвастается этим, а с другой стороны он пытается за счет вас показать, ну, какая вы крутая семья, да, что вы вот прям нет мира сего. Да, больше похоже, кстати, на хвастовство. Кто-то верит, кто-то не верит, но мужчина прям каждому встречному, поперечному рассказывает, что вы там прям его несколько раз полили, а он прям все так хорошо прятал, скрывал, а вы прям чувствовали, да, находили, либо понимали, что он вам врет, потому что вы там что-то предсказывали, и это все сбылось, прям вот сразу сбылось. В общем, какие-то байки про вас рассказывает. Но он на самом деле вас уважает, девочки, уважает и к вам прислушивается. Хотите верьте, хотите нет, но прислушивается. И вы не поверите, но в окружении, например, там, коллег либо друзей, ваш мужчина, он всегда говорит вашими словами. Вот как вы его научили, как вы ему говорили, так и он пересказывает. Хотя, возможно, разыгрывая дома сцены, что типа, да я сам знаю, это не надо. Но с другой стороны, вижу, что без вашего мнения, либо без вашего решения он прям не действует. Уже как жизнью наученный. Дальше. Женщину показали, которая вхожа в ваш дом. Она к вам в дом ходит, заходит, свободно заходит. То ли она ваша родственница, то ли она ваша подруга. Очень сильно завидуют тому, как вы живете. Даже если вы живете небогато, ну, либо скромненько живете, да, у вас чистенько, у вас аккуратненько, у вас все там на своих местах, нету бардака, хлама нет. Вы поддерживаете чистоту. Даже если вы там редко убираете, у вас все равно очень так вот прям на первый взгляд свежо, чисто и приятно. Опять же, у кого-то отыграется, что вы там сами интерьер себе создавали, да, очень красиво создали. Там тарелочки, вилочки, чашечки, все это подобрали с большим вкусом, с большой любовью, да, для себя, для своей семьи. Также то, как вы в семье себя позиционируете, как к вам относятся ваши домашние. Вот она на все это смотрит, и она очень сильно этому завидует. И
эта женщина, зная о том, какой ценой, каким трудом вы все это, значит, добыли, создали, да, вот эту атмосферу в доме, уют, она все равно себе позволяет о вас какие-то сплетни распускать. Сплетни в плане того, что вы там засранка, что вы ничего не делаете, что у вас там вся семья на вас батрачит. Да, вот она такая, я же типа была у нее, я знаю, вот о чем говорю. То есть как обсирает вас, извините за слово, но прям идет такое. Лицемерная она женщина, очень лицемерная, но видите как. Зависть, она ведь каждого может коснуться. Это очень противно, это очень мерзко, и никто по факту не защищен. Вот, скорее всего, ее именно накрывает зависть. Вот показана зависть. Вроде она и все понимает. И понимает, что вы умничка, что вы трудяшка. Ну, видите как. Жаба в груди квакает, завидует вам очень сильно. Дальше ящерица с правой стороны. Ну, это прям про вас, да, мудрая, умная, с очень сильными, серьезными способностями. Даже если вы ими не пользуетесь, все равно они есть. И все равно они в жизни иногда включаются. Да? Вы можете этого не замечать, но иногда включается. У вас память хорошая, у вас острый ум, вы легко и быстро обучаетесь. Вы, если раз кого-то либо что-то увидели, вы на всю жизнь запомните. Здесь показывают тех, кто с вами постоянно общается, и искреннюю привязанность и любовь этих людей. По большой тройке они к вам идут. Вы для них вот просто гений. Эти люди, они судьбе благодарны за то, что с вами свела, за то, что есть такой прекрасный и мудрый друг, который всегда поможет, выручит, подскажет, да, кому можно обратиться в любой ситуации, с любой задачей. Да, вы никому не отказываетесь, вы делитесь мудростью, вы даете очень классные толковые советы, мощные советы, которые действительно помогают. Опять же, мимо никогда не пройдете. Если вы видите, что кто-то в нужде, либо в бедственном положении, вы всегда предлагаете свою помощь. Вы без раздумья предлагаете свою помощь. Это очень классная черта вот для настоящего друга. Вас очень любят, вас очень ценят, и даже больше скажу, вас ставят в пример. В пример ставят, например, детям. Да? Ваши подруги, ваши там, близкие, любимые родственники могут ставить вас в пример своим детям. Это очень хороший знак. Дальше, бабочка, у вас классный характер, легкий характер. Вы умеете веселиться, вы знаете толк в веселье, вы очень изобретательны, вы восхищаете этим людей. Возможно, ваша работа связана с какими-то мероприятиями, организацией мероприятий. Если нет, то из вас бы получился классный массовик-затейник, это 100%. Либо вы бы были очень популярным блогером, да, потому что блогеры, они удерживают внимание людей, да, рассказывая всякие интересные вещи, либо показывая даже. То есть прямо есть к этому тоже и дар, и способность, и очень крутые задатки. Вы людей радуете, хороших людей вы радуете. Так, я еще показываю момент, что где-то есть человек, который не то чтобы говорит о вас, он вас разыскивает. На кого-то вы произвели неизгладимое впечатление, но, к сожалению, не знаю, не оставили свои координаты, не оставили там фамилию, телефонный номер, да, адрес, ничего не оставили. Человек знает там исключительно ваше имя. И этот человек все никак забыть вас не может. И он прям вас ищет, разыскивает, и он всем дает ваше описание, либо каким-то определенным людям дает ваше описание, вот чтобы вас нашли, чтобы ему помогли. Очень похоже на какое-то мимолетное знакомство, но человек настолько впечатлился, тут можно говорить смело про любовь с первого взгляда, что до сих пор вас забыть не может. И вот прям все отодвинул, и теперь первостепенная задача для этого человека — это вас разыскать. Да, вот прям очень хочется вас найти. Дальше мужчина, который вас от кого-то защищает. Мужчина, который пытается кому-то доказать, что вы очень хорошая. Опять же, наверное, чей-то муж, либо чей-то парень. Возможно, там семья не очень приветливо к вам настроена.
может быть, там тоже ревность присутствует. И вот этот мужчина, он прям постоянно рассказывает какие-то невероятно хорошие вещи о вас. Вот какая вы, да, чтобы его родня, чтобы его родственники так же сильно вас полюбили, как он полюбил вас. Прям баллады в вашу честь сочиняет и поет. Много чего, кстати, он приписывает вам, того, чего вы, например, не делали. Ну, видите, видно, он мастер слова, у него такая поэтическая задумка. Прям рассказывает, да, защищает, рассказывая, какая вы хорошая, как у вас все вкусно, идеально, как с вами приятно, какая вы умничка. Хорошая, говорит, неплохое. Дальше. Здесь показаны чьи-то дети, внуки, вот маленькие совсем. Ну, я так понимаю, что они где-то вот в своем кругу, да, детском кругу, вами хвастаются. Вы что-то такое вкусненькое делаете, я так понимаю, печете, скорее всего. И они прям такие: о, моя мама, либо моя бабушка, там самые вкусные блинчики, там самые классные там пироженки, тортики, да, вот в таком ключе. И вами восхищаются и хвастаются, да. Дальше еще показывает мужчину, который разбил свое сердце об вас, можно так сказать. Но тут как бы мужчина, я так понимаю, не свободен, либо мужчина был не свободен в момент, когда вы познакомились. В общем, этот мужчинка, он не идет с разбитым сердцем, но он о вас только хорошее, только хорошее. Может быть, вы не свободны, да, и поэтому сердце разбито. И он такой: вот, я хочу именно такую женщину, вот прям вот в ней все идеально. И характер классный, положительный, веселый. И она сама вся такая идеальная, умная, красивая. Вот он о вас говорит, например, своим друзьям, либо говорит своей родне. Вот говорит: я хочу именно такую, вот как она. Вот мы с ней вместе быть не можем, но я хочу такую. А если этот мужчина женат, то он своей жене о вас рассказывает. Говорит: я хочу, чтобы ты была такой женщиной. Вот будь такой женщиной, меняйся, да, иначе я с тобой разведусь. Ну, как бы утрирую, конечно, да, может, и не так он ей говорит, но он прямо ее к этому подталкивает, да, чтобы вы были похожи. Может быть, он заставляет перекрасить волосы, сделать такими, как у вас. Может быть, стрижку заставляет ее сделать. Ну, просит, да, заставляет, просит. Может быть, он просит, чтобы она ему что-то готовила, то, что вы там идеально готовите. Ну, вот как-то так мне идет. У него сердце разбито из-за вас. То есть влюбился, но быть с вами не может. Ну, либо быть с вами нельзя. Так, а здесь еще одного человека показывают, который у вас учится. Ученик, что ли? У вас есть ученики. Может быть, вы преподаватель, и у вас есть кто-то, вот один студент, либо один ученик, там прям особо выделяющийся. А может быть, это человек просто со стороны за вами наблюдает, вы для этого человека кумир, и человек у вас вот прям учится делать, как вы, да, мыслить, как вы. Человек, который постоянно о вас думает, и мысли такие восхищенные, да, о боже, как она это делает, как это красиво, какая она умная, да, в таком ключе. Так, а еще, вот здесь показывают людей, с которыми вы когда-то вместе находились. Допустим, может быть, это какой-то коллектив, там, вы раньше вместе работали, либо вы занимались спортом с этими людьми, либо это какой-то творческий, может быть, кружок, там, организация. Вы раньше с ними были, общались, а теперь вы где-то далеко от них находитесь, либо перестали туда ходить. Вот эти люди вас до сих пор вспоминают, причем вспоминают очень хорошими словами. И вот вижу, что у них периодически разговоры проходят. И эти люди вас не могут забыть. Но потому что вы незабываемый человек. Там хорошая была компания, теплая компания, хорошие люди были. И вот они прям влюбились в вас все вместе. И очень сильно хотели бы, чтобы вы к ним вернулись. Либо еще раз предоставилась возможность с вами там повидаться, пообщаться вот в таком ключе. Это небольшая группа людей, с кем вы раньше как-то коммуницировали, да, либо были вхожи в этот небольшой круг людей. До сих пор вас не забыли.
Так, чью-то маму показывают. Маму, которая вами постоянно хвастается. Ну, мама, да, она вас очень любит. И ей очень приятно, что вы выросли такой умной, самостоятельной, независимой и целеустремленной женщиной. Вот она хвастается, не понимая, что может вызывать зависть. С одной стороны, как бы маму за это ругать не стоит, но с другой стороны, можно просто объяснить, что мам, я не хочу, чтобы мне завидовали, да. Это прям совсем ни к чему, и с глаз никто не отменял, да, это нехорошая штука. Вот, пожалуйста, не надо про меня рассказывать, не надо про меня говорить. Я не хочу этого всего, да, просто поговорите, она вас поймет. Вот, ну вот вижу, что вами хвастается, прям все рассказывает про вас, про ваше детство, про ваши успехи, как вы там в жизни чего добивались. Ну, потому что, да, вы для нее яркая личность, вы ее звездочка, конечно, она будет вами хвастаться. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.